национальность и современность России. Россия выбирает 10 объектов, которые станут символами страны. Первый тур завершен. По его итогам мечеть Кул-Шариф, набрав необходимое количество голосов, будет продолжать участие в проекте. Дарья Турцева об истории и тайнах объекта, о которых мало кто знал до этого дня. Она будто только что по велению волшебника Джина перенеслась из сказочной Персии. Если ветер дунет чуть сильнее, может также взмыть вверх и парить в небесах. Фотография с белоснежными минаретами за спиной. Такая есть у каждого туриста, побывавшего в Казанском Кремле. Мечеть Кул-Шариф, несмотря на то, что построена всего 10 лет назад, стала одним из символов Казани и центром притяжения татар со всего мира. В 16 веке на этом месте возвышалась мечеть с множеством изящных минаретов. Она была не только украшением Казани, но и центром религиозного и культурного просвещения всего Поволжья. Имамом мечети был Сеид Кул-Шариф. Войско под его предводительством обороняло Казань до последнего. Спустя 400 лет после падения Казанского ханства мечеть решили восстановить и назвать в честь священника и защитника. 4 минарета, каждые 57 метров в высоту, а в центре купол. Он напоминает казанскую шапку, корону казанских ханов, которую после падения ханства вывезли в Москву. Сейчас она хранится в оружейной палате. Строя мечеть, решили придерживаться тысячелетних традиций татарских зодчих. Стрельчатые арки напоминают юрты, которые были первыми мобильными мечетями кочующих турок. В стены вписаны окна, заполненные цветными витражами. Стены мечети выложены белым челябинским мрамором, а минареты покрашены в бирюзовый цвет. Многие отмечают, что благодаря этому сочетанию Кул-Шариф как бы парит в воздухе. Ну, очень легкая, конечно, очень красивая. Вот эти тонкие башенки, они как раз передают вот эту вот, чистоту и покой, который связан как раз с мусульманом, с любой религией, в принципе, с Богом. Слова не хватает, чтобы выразить весь восторг, все восхищение, то, которое появляется при виде на такое красивое сооружение. Мечетью любуются не только туристы. Как архитектурный объект ее оценили и профессионалы. В составе ансамбля Казанского Кремля она включена в список всемирного наследия ЮНЕСКо. В Малайзии, в символическом парке шедевров мировой архитектуры, рядом с уменьшенной копией Тадж-Махала и Кордовской мечетью, стоит 10-метровый макет Кул-Шариф. Многие гадают, что за купол расположен рядом с мечетью. Появилось даже сотни легенд. Что же это такое? Начиная с входа в тайное подземелье и заканчивая склепом. На самом деле сооружение, выполненное из тех же материалов и в том же стиле, что и мечеть, к мечети никакого отношения не имеет. Это кремлевская пожарная часть. Архитекторы специально сделали сооружение похожим на Кул-Шариф, чтобы оно не выбивалось из общей композиции. Так что можно сказать, что это, наверное, самая красивая пожарная часть во всей России. Находится она на цокольном этаже, а первый этаж пока пустует, но совсем скоро здесь будет детский интерактивный музей. Мечеть Кул-Шариф в Казани может стать и одним из символов России. Страна выбирает 10 уникальных объектов – географических, архитектурных или исторических. Итогом конкурса станет создание в Московской области ландшафтного парка России, где каждый финалист конкурса получит свою уменьшенную копию. Кто достоин, решит интернет-голосование. Свой выбор можно делать на сайте www.10russia.ru. Сейчас идет второй тур конкурса, а итоги подведут в сентябре. Дарья Турцева, Алексей Захватов. Вести, Татарстан.